«Почитай старших и будь милосерден к младшим, пребудешь со мною в раю», сказано пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Ислам призывает мусульман почитать и поддерживать родственные связи. Житель села Новокулево Нуримановского района Гафуан Хайрулин до недавнего времени и не предполагал, что изучение шежере может быть настолько увлекательным, пока однажды не зазвонил в его доме телефон. На том конце провода женский голос сразу начал расспрашивать о родном брате его деда. Она мне говорит, Исламия, вот в прошлом году, в октябре месяце, Махачкале, под Махачкалой, в поселке Тарки, открыли 2 мечети. Одному из мечетей дали имя шейха Ишана Зайнуллы Ишана Расулева, а второй мечеть вашего деда. Прямо так и говорит. Мечеть в честь шейха Баязита Хайруллина. Я не думаю, не ослышался ли я, как так, ну, что он религиозным деятелем там видным был, а то, что мечеть открыли. Она мне говорит, вы, говорит, откройте журнал в интернете «Дворянское гнездо», номер 100 за октябрь месяц прошлого года. Там, говорит, здесь моя статья, вы все прочтете, вы все узнаете про своего родного брата, вашего деда. Гафуан Саидгалиевич сразу загорелся желанием как можно больше узнать об истории своего рода. Стал ворошить бумаги в доме, вспоминать услышанные в детстве и юности, расспрашивать родных. Благо, среди близких много пожилых, кто еще помнит Баязита Бабая, в последний раз приезжавшего из Махачкалы в родные края незадолго до смерти в 1948 году. Заказал он и справки в Государственном архиве, сверил ревизские сказки. Ну, мы посмотрели по ревизским сказкам, посмотрели по тем документам, что у нас было в наличии, и получилось, что действительно Баязит Хайруллин представитель коренного рода Булеки-Кудейского, вотчинник, башкир-вотчинник, и его шежере вот составлено, и вот пока я вот так в такой форме пока сделал, так-то, конечно, надо красиво оформить, это 17 поколений, вплоть до 15 века, до Таналы. Таналы – это непосредственно тот человек, который привел булеки-кудейцев вот на эти земли, и они заселили вот булеки-кудейские деревни Нуриманского района. У нас ведь соседи Салаватский район, Салават Дюлаев тоже кудейские, Урман кудейский только он. Вот, так что у нас кудейские тоже сильный, мощный род был. Сильный, мощный род был. Урман кудейцы, Шайтан кудейцы, мы Балякей кудейцы. Вот Салаватский район. Сейчас вот несколько деревень Иглинского района. Родная деревня Баязита Хайруллина Новокулево была центром Кудейского кантона. Как выяснилось, по отцовской линии прадед его Иштуган Муратов был указным мухтасибом. А его отец, то есть Мурат, тоже фигурирует в нескольких документах исторических как Мулла Мурат. То есть род был действительно, мало того, что древний, так он еще был как раз род таких религиозных деятелей. Не просто так он стал действительно духовным лидером, таким ишаном, говорят, вот, шейхом, потому что он был мюридом, как раз Зайнулла Расулева, прошел обучение у него. У отца Баязита, Хайруллы, сына Мухаммед Садыка, было 3 сыновей и дочь. Баязит был намного старше деда Гафуана Саидгалиевича. Самый младший же в семье был Тагир, 1899 года рождения. По возрасту ближе всего к Баязиту была сестренка Биби Гайша. Вот в моем понятии Баязит Бабай – это второй башкирский Ломоносов. Почему? А потому что он в 9 или 10 лет, когда ему всего было от роду, где-то, значит, 1881 82 года, плюс-минус там, может, год-два, по рассказам вот моего дедушки, моего отца, он со своим, так скажем, дружком ушли из деревни Новокулево в направлении города Уфы. Узнав о том, что сыновья сбежали из дома, мой дед Хайрулла, прадед
прадед, и сын его товарища, то есть отец его товарища Баязит Бабая, вскочив на лошадей, погнались за ними в сторону Уфы. Они их догнали, беглецов, на Медитаровской горе. Это примерно 22-23 километра от нашей деревни Новокулево. Догнали. Второго его дружка отец, посадив на лошадь, повернулся и обратно увез домой. Десятилетний Баязид твердо стоял на своем, заявив своему отцу, что возвращаться не намерен, и впереди его ждет долгий путь. На всю волю Всевышнего он не пропадет. Наверное, и Хайруле пришлось нелегко отпускать сына в дальнюю дорогу, в неизвестность, но он решил довериться судьбе и благословил Баязита на добрые дела. Никто не знал, он выжил ли он или где-то его уже нету в жизни, но он появился предвоенные годы. Он, оказывается, со слов, опять же, дед и мне рассказывал, потому что, когда он умер, мне было уже 19 лет, он меня в армии провожал, я уже в сознании был, все помню, и со слов своего отца, Саид Галия, он стал религиозным деятелем, большим, крупным, выучился в Оренбургском медресе, и вся его религиозная деятельность связана не с родиной, не с Башкортостаном, а с Кавказом, с Северной Осетией, с Дагестаном. Шейх Баязид стал приезжать в Новокулево. Только тогда узнали его родные, что в ранней юности он служил кучером у знаменитого башкирского ишана Зайнулы Расулева. Вот что значит дружба с праведным человеком. Возможно, тогда под воздействием устаза, благословенного шейха, Баязид и потянулся к знаниям, считает его племянник Гафуан Саидгалиевич. Каждый приезд Баязита Хайруллина на малую родину становился событием. Сейчас мне 85 лет. Добрые старые времена. Мне было в то время 12 лет. Это послевоенные годы. Как Баязид Хазрат появился, весь народ выходил на улицу. Из дома. И маленький, и большой. И когда он проходил по улице, таким легким, таким поклоном, никто не говорил, что это Баязид, человек, имеющий что-то такое необходимое и большое. А вот этот взгляд, вот ожидание, вот этот поклон, сам по себе получилось каким-то образом. Бұл Баязид бабай қайтқанда, тігі Совет властының нық шәп вақыты болса да, дінге қарсылық күшті болса да, бұл бабайны қайтқанда халық. Про Баязид Хазрета знаю со слов родителей, которые очень часто вспоминали его. Оказывается, к нему сразу выстраивалась очередь желающих пригласить к себе домой почитать Коран. А это в 30-40-е, когда все, что связано с религией, было под строгим запретом. В дни пребывания в родных краях Хазрет лечил людей, дарил книги. Вот и мой друг Салават бережно хранит Коран, врученный благодатными руками шейха Баязита его отцу. С нашей семьей из рода Хайруллиных на фронт ушли 6 человек. Это со слов моей бабушки Латифы, жены моего деда. Я прекрасно помню, и она сама рассказывала, и дед рассказывал. Латифа Килен, ты сильно, типа, не волнуйся, не переживай. Я перед Богом просчитал нужное количество молитв, просил Бога, чтобы наши все вернулись из войны. Все. И на самом деле и Касым Баба, дед Касым, и Тахир Баба, его братишка, двое сыновей, Исламгали, Саидгали, Габдрахман, Хайбрахман, все 6 с войны вернулись. Дядя Баязид был очень скромным человеком. Все знали, что он хазрет, умеет лечить людей, но масштаб его личности и возможностей не понимали, поделился с нами Гафуан Саидгалиевич.
Радуется, что какие-то моменты из дагестанской жизни дядя может расспросить сейчас у родственницы одной из супруг Баязита Хайруллина, Зубажат Апа, проживающей в Казани. Благодарен и содействию башкирских ученых и Дагестанского национального центра в Республике Башкортостан. Потому что такие личности раз в 100 лет, раз в тысячелетие рождаются. Потому что вот сейчас вы подумайте, он в Дагестане похоронен. Увидите, какой памятник ему поставили. Не просто мечеть, а вот над могильный этот поставили. И сейчас мы не вспомним, только посмотрев там исторические справки, кто был тогда руководителем региона. Или страны. Или вспоминают. А его вспоминают. Мы же сейчас вот мы говорим с вами о нем. Вот такая личность был Баязит Хайруллин. Я его впервые услышал, когда я приехал на зиярат в могилу Расула Гамзатова. А Расул Гамзатов, чем я дружил, он несколько раз приезжал в Башкортостан, в гости Мустафе Кариму. Он похоронен в Тарках, буквально 100 метров от Баязита Хайруллина. Стоит и в Нуримановском районе как-то проводить мероприятия его памяти. Там уже человек был признан на всем, в то время всесоюзном пространстве, как религиозный деятель. Сами понимаете, в то время, в 30-е годы, 40-е годы, нести вот эту миссию проповедника и духовного лидера было очень тяжело. И не случайно видно, что именно представители башкирского народа, это муфти Габдрахман Расулев, вот такие личности, как Баязит Хайруллин, мы можем сказать еще там вот Шамигул Хальфа, например, в Кугарческом районе, несмотря ни на что, несмотря на непосредственную угрозу жизни, они несли этот светоч, и мы должны о них помнить, рассказывать будущим поколениям. И главное, заниматься с исторической точки зрения выявлением их особенностей, их биографии. В семье Хайруллиных есть еще один Баязит. Внуку Гафуана Саидгалиевича 8 марта исполнилось 2 года. В ближайших планах семьи совершить зиярат и посетить мечеть, названную в честь их любимого дяди, шейха Баязита, выразить благодарность людям, проявившим уважение к его памяти. Гафуан продолжает собирать материалы о знаменитом дяде. Кто знает, может, недалек тот день, когда Хайруллины возьмут в руки книгу, посвященную памяти близкого человека, праведного шейха Баязита Хайруллина.